без такой доски все равно не обойдешься. Какая бы ни была интерактивная доска, без мела. Без мела пишут сейчас. Это мы понимаем, когда все эти интерактивные доски в каждом кабинете. Каждом. А у нас Каждом. мы радуемся одному кабинету. Каждом, конечно. Но вы знаете, вот 22 ученика, интерактивная доска, полное компьютерное обеспечение, оргтехникой. Я думаю, что это очень даже еще. Я с вами так скажу вот о чем. Я учитель, профессиональный учитель. Я понял вас. Я могу вам так сказать. Когда мы этот образовательный центр строили, сказали, вот с этих сел детей будут привозить. Да? Камышинский, да. Ну вот учителя там говорили, нет, родители говорили, не будем отправлять детей. А теперь в образовательном центре, когда родители и дети пришли, я спрашиваю, вот недавно был в школе, я спрашиваю, я говорю, дети, вы хотели бы у себя в школе дальше? Нет, мы только здесь хотим учиться. Родители говорю, а вы как? Конечно, здесь, пусть учатся здесь. Хотя рядом Балыкла, там тоже двухэтажная школа, хорошая школа. Они говорят, нет, здесь пусть учатся. Мы готовы, пусть он здесь. Нет, здесь, знаете, это просто сейчас хлеб, вот Надежда Васильевна, там и так дальше. У нас есть образовательный центр, это Челнышинская средняя школа. До 9 класса они здесь обучаются, а после 9 класса они имеют возможность учиться в образовательном центре и подвоз организовывать. Часть Челновершины. 10-11 класс они заканчивают образование в хорошо оснащенном таком и оснащенном в техническом плане, в методическом плане, и учителя очень приличные. То есть здесь... Ну, у наших детей право выбора еще. Да? У нас они едут и в Озерскую школу, особенно спортсмены, связаны с тренировками. У нас тренирует Марат Фатрахович. С Челновершинской школы им немножко нагрузка в чем? Они попозже приезжали. То есть, право выбора. Да. И 9 класс